Кандидаты, уважаемые гости, в начале нашего съезда мы почтили память нашего друга Алексея Вещевайлова. Он успел записать обращение к нам. Шубрат Улиди Ялга. Зовут меня Алексей, позывной Жнец. Я представитель народа Эрзя. На сегодняшний день защищаю свободу и независимость Украины от путинской агрессии. В силу своей профессии моя речь будет краткой и лаконичной. Моя цель на этом съезде – призвать всех представителей финно-угорских народов в борьбе с диктаторским режимом Путина. Без победы в Украине мы не сможем говорить об деоккупации наших земель. Очень много сказано о проблемах ущемления наших языков, культур, истории и так далее. Нам нужно проявить свою твердую волю и сражаться за наши ценности не словом, а делом. Поэтому призываю тех, кто может сражаться с оружием в руках, вступать в вооруженные силы Украины. Для тех, кто не может в силу определенных причин держать оружие, есть немало других способов сражаться. Это может быть волонтерская помощь для наших добровольцев в виде амуниции, снаряжения и прочего. Для координации данных вопросов прошу обращаться к Инязору эрзянского народа Сырисю. Спасибо за внимание. Победа будет за нами. Ряза, Эрзянь, Раска. Обратите внимание, на мини написано «Гнев тющий», «Тюштенкеш». Это написал не Алексей, это написали другие эрзяне солдаты. Перед этим там красная граната, красная цвета нашего флага. Это тоже другие эрзяне, это не от Алексея фото. То есть наши эрзяне воины, они воюют на стороне Украины против Российской Федерации. Иногда мне становится жутко, когда я слышу, когда человек говорит, что меня выгонят с работы, а сейчас мне придется вспоминать еще Алексея Вещевайлова. У нас присутствует здесь Александр, фамилия Бутяйкин. Бутяйкин – это Ичалковский район. Ичалковский район уникальный район, здесь присутствует большинство эрзянской делегации, не договаривались, с Ичалковского района. Вот. И мне бы хотелось попросить Александра сегодня просто сказать вам несколько слов, как у него сложилось все с 24 февраля, что это было, что он увидел, что он пережил, что-то, может, в нем поменялось. То есть, тут мы все участники всех этих событий, но на сегодня он продолжает выполнять свои обязанности служебные. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Александр Бутяйкин, я родился в Украине, мои родители при развале Советского Союза переехали в Украину, и они жили в Ичалковском районе, и отец и мать были рождены в Кемле. Я родился в первом роддоме в Киеве, и я считаю себя украинцем, но при встрече с Иназором нашим, он мне объяснил мою причастность к эрзянскому народу, и сейчас вот, я проникся этим. Как вообще сложилась моя жизнь? До 22 февраля у меня был день рождения, я отпраздновал его, 23 мы просто отдыхали, и 24 утром забегает ко мне соседка и кричит, что Одессу бомбят, соседи, вставайте, Одессу бомбят. После этого так как у меня есть отец, и я более здраво мыслил, я собрал всю свою семью и говорю, что вам надо уехать.
Я их вывез в Черкасскую область. Но после того, как они мне сказали, что не вздумай никуда возвращаться, ты никуда не поедешь. Но когда я увидел, что 18-летние ребята жертвуют своей жизнью, и я, будучи офицером полиции, я, будучи отслужив в армии, я не мог себе позволить остаться в тылу, обладая определенными умениями и знаниями. И я по-тихому уехал в свое подразделение. Когда я только приехал, я приехал в своих вещах, не было ни формы, ничего. Я приехал, бросил сумку, и сразу же начался обстрел. Первые мысли у меня были: нафига я сюда вообще приехал? Первая мысль, а потом я собрался, мне привезли уже амуницию, там автомат выдали, и все как-то так произошло очень быстро, я в это все русло влился. Но самое страшное, что я видел, когда убивают просто гражданских людей, когда просто вот эти люди, которые, в основном это были старики, потому что мы были на первой линии обороны города Киева, в Барышевском районе, базировались в селе Лукашин. Когда просто молодежь вся уже уехала, а старики сказали, что нам некуда ехать, и мы остаемся здесь. И русские просто, жутко обстреливали район, и просто, я видел, как женщинам отрывают руки, ноги, это страшные вещи. После этого я просто оборвал всякую связь со своими родственниками, которые находятся на территории Российской Федерации, потому что, это, как по мне, наверное, они немного не в себе. То есть, они больны, больны именно какой-то заразой, именно русской заразой, потому что, они не могут не мыслить, они не отдают отчет тому, что происходит. Там рассказывают про Бомбас бомбили, это их самое основное. Но на Донбасс кто пришел? Кто пришел в наш Донбасс? Не мы же себя обстреливали. Пришли русские переодетые, просто засланные люди, которые захотели что-то поменять в нашей стране. На сегодняшний момент я знаю, что то, что сейчас происходит в моей стране, это даст толчок для Эрзенмастера, потому что я искренне желаю своим родственникам, которые находятся там и живут на улице, на которой нету просто ни одного фонаря и нету дороги, и они рассказывают, что Путин это все наше, что они будут жить в хорошем месте, в хорошей стране и с хорошими условиями. Слава Украине! Если есть вопросы, можете задать. Не встречались с Денисом Прокопенко? Денис Прокопенко? Рейс. Азов. Нет, мы, как вам сказать, смотрите, я не могу, да, то есть, я участвовал в первой вообще контратаке украинских сил, и там много было подразделений, и это была самая первая и самая удачная, первая удачная контратака, когда мы отобрали у русских танки, отобрали у них бэхи, и когда они просто бежали от нас. Почти голыми ногами, да? Что самое интересное, когда мы приехали на позиции, у нас не было вообще никакого технического, ничего не было. То есть, у нас были автоматы, и было просто злость и лють на ворога, на нашего. И мы были объединены
с местным населением, и вот, ну, настолько нас все это все сплотило, что, чтобы вы понимали, местное население помогало копать окопы. То есть, ну, 30 сантиметров была промерзшая земля. Я как сейчас помню, мы просто вкапывались в эту землю, я не знаю каким образом, но как-то вкапывались. Прибегали просто люди, женщины есть давали, там, ну, это, сейчас это все у нас общее. И вот самое, о чем я хочу сказать, если люди объединяются в одно целое, то это будет разящий кулак. Хотелось бы добавить, что все-таки общество России действительно больно, значит, оттуда. И то, что они сейчас говорят, как мыслят, то есть то, что они раньше думали, вот эта вот красная пропаганда, то, что в них осело, это нужно услышать просто. Не знаю, там вот у меня вот есть пару аудюшек, которые я записал о том, что говорят люди. Могу там конкретно дать просто, чтобы ты послушал, что вот реально они говорят. Все, что ты говоришь, это правда. То есть это реально больные люди. То есть это, вот мы бежали вот только что вот оттуда, это больные люди. У меня еще вопрос. Я не могу вам ничего... Ну, нет, это просто, нет, я просто это просто констатация, да. Потому да, что, ну, так. родственники говорят, вот так говорят мне. Да. Они точно так же говорят. Это, ну, родственники, я не буду говорить, кто конкретно, потому что, ну, у них могут быть проблемы определенного рода. Но они больны, на самом деле, родственники. Это не то, что там, это прям родные люди. Вот Они сейчас в России говорят обо всех коренных народах, которые хотят самоидентифицироваться, то же самое, что мы все нацисты. Ну, я стал нацистом, кстати, я и нацисты Бандеры. Мы все. Да, вот мы все теперь, как бы, для них мы нацисты. Можно вопрос, да? Да. А есть ли какие-то поползновения в ЗСУ по формированию финно-угорских батальонов, чтобы вот, сколько мне известно, есть русский добровольческий корпус и Легион Свободная Россия, чтобы по такому же аналогу сделать из финно-угорских народов, которые попали в плен и пересмотрели свою позицию? Или которые находятся на Или которые находятся в России, готовы... Я скажу так, что по поводу военнопленных. Военнопленные не могут выполнять задачи, которые стоят сейчас на Збройных силах Украины, потому что военнопленный, он в априори, он пришел сюда с оружием в руках. Ему доверия нет. То, что в нашей стране абсолютно нормально относится к военнопленным, это я знаю на 100%, никто над ними не измывается, никто над ними не издевается, так как поступают просто русские с моими братьями, которые защищают с оружием в руках нашу землю. И так как русские относятся к местному населению, это просто ужас. После того, как была Буча, часть подразделений не хотели брать пленных. Вот, пленных начали брать после того, как просто наши ребята, которые остались, это азовцы, которые просто, которых надо было вырывать из лап этих людей, которые забрали их, если их можно людьми назвать. Пленный фонд начали собирать, для того, чтобы отбить своих. А так нету прощения вообще. Моя позиция, что русскому народу на сегодняшний момент от украинцев нету прощения никакого. За детей, за то, что просто вот они сделали, они они уничтожают нашу нацию, мы суверенное, независимое государство. Мы имеем свой язык, и с чего началось все это? С того, что русский язык перестали в деловодстве, как правильно сказать? В делопроизводстве перестали, то есть всі документи державного значення почали вестися тільки на одній мові, на українській. После этого начался вообще весь сырбор. Я говорю именно о тех, что, допустим, есть какие-то финно-угорские представители, они находятся, допустим,
за рубежом, допустим, в Грузии, могут из них составить отдельный батальон? Я думаю, что можно это. Да, там же есть ваш. Вот смотрите, смотрите, мы не хотим обсуждать украинские проблемы здесь. Нам не нравится, что Украина создала русский легион. Мы категорически против этого. И мы в Украине это говорим там, где это нужно, и в то время, когда это нужно. Но здесь мы не будем обсуждать, почему это сделано. Да, мы знаем, не все в Украине разделяют наши взгляды, и даже во власти. Потому что общество, оно примерно, там, это дисперсия вся равномерная. Там сверху тоже есть люди, которые симпатизируют России. Но это, мы сегодня, это не украинский съезд, мы не будем это обсуждать. Не потому, что мы боимся, а потому, что мы не хотим навредить, нечаянно что-то сказав на камеру. Поэтому это не обсуждаем. То, о чем говорит Александр, вот, у меня тоже здесь форма, я просто ее не надел, потому что как-то было не совсем ловко. Но я хочу рассказать не о себе. Я хочу рассказать о том, что мы видели вот эти последние дни февраля. Это меняет сознание. Когда ты видишь, что в военкоматах очереди, что в администрациях районных очереди, что люди хотят получить оружие, чтобы защищать свою землю, это было прекрасно. Это, я не знаю, другого слова не могу найти, когда ты видишь, что вокруг тебя все свои. Степень доверия высочайшая, степень поддержки населения абсолютная. То есть это состояние, которое ты вспоминаешь с тоской. Гордость. Да, с гордостью. Но сейчас с тоской, потому что сейчас ты уже не в той ситуации находишься. Я принимал участие в теробороне, потом выяснили, что я уже старый, и спросили, что ты здесь делаешь, и мы начали заниматься другими делами. Я знаю, что она будет ругаться, но я все равно расскажу. Вера после начала бомбежек вынуждена была прятаться вместе с жильцами дома, кто там остался, в бомбоубежище какое-то время. И это было страшно, когда ты в бомбоубежище ничего не знаешь. На Киев падали ракеты, взрывы, горели дома, через улицу ударили в дом ракеты от нашего дома. Ну, а потом мы поговорили и подумали, что если придут русские, нас все равно убьют, потому что мы достаточно публичные особы, а убивают и за меньшие грехи. Да? И давай будем считать, что мы уже с тобой умерли, и вот у нас все впереди, там, нам уже хуже ничего не сделаешь. И она пошла в тероборону готовить еду. То есть быстро организовала процесс, кухню. И вот за такой короткий период она стала почти главной в батальоне, потому что она кормила лучше всех, там и готовила очень вкусно. И перед отъездом сюда Вера пошла в магазин и случайно встретила 2 человек с этой теробороны. И это было как будто это до визга все было от радости этой встречи. То есть встали все, и женщины, и мужчины, и старики, и собрались воедино. Чего нам не хватает, рязанам сейчас вообще, как народу? Нет доверия друг к другу, нет доверия, нет чувства локтя. Встречается 3, 4, 5 украинцев, и через 3-4 дня у них все есть. И логистика, и подвоз боеприпасов, и продуктов, и какие-то волонтерские там вещи. То есть это очень дружный и красивый народ. И есть чему поучиться у него. И мы еще рады вот чему. Потому что мы все эти годы создавали и нормальный образ ирзян. Мы показывали, что ирзяне это не дикие люди, что ирзяне это люди высокой культуры. И на сегодня очень многие в Украине так и считают, что есть такой националист в Украине, Игорь Мельниченко. И однажды, еще в каком-то 2014 году, я поехал с волонтерской поездкой на восток. И я их подвозил, и они были вынуждены слушать меня 2 дня про ирзян. И потом какой-то день мне звонит товарищ и говорит: слушай, ты знаком с Мельниченко? Я говорю: да, я возил его 2 дня. Ага, понятно. Шла какая-то передача, и сидели националисты, тогда еще это так подчеркивалось, и кто-то говорит: да там в России все такие одинаковые. И тут такой: стоп, стоп. Вот там есть народ Эрзя, вот он совсем другой. Вот мы это должны сейчас говорить и вытягивать своих людей, что мы другие.
Это эрзианский народ, единственный в Российской Федерации в 2014 году, единственный, сделал заявление о том, что не поддерживает эту войну, что это не наша война, чтобы не пускали своих детей. Это было заявление исполнительного комитета нашего Конгресса. Это эрзианский Нязор выступил в феврале. Это эрзианский совет старейшин в марте месяце сделал заявление, не побоялся. Его приняли все, то есть проголосовали все присутствующие, хотя 80% из них находятся в России. Они не побоялись. Надо каждому народу так понимать, что мы другие, мы не такие, мы лучше, мы красивые. И тогда у нас все будет хорошо. Мы должны поверить в свои силы. И брать пример с украинцев, с эстонцев, потому что то, что ты хорошо живешь, это означает, что ты это завоевал, заслужил, защитил. И финны тоже. Борітеся, поборете, Так. нам Бог Нам допоможе. Бог допоможе.